У фашизма звериное лицо. Об этом мы знали из истории Великой Отечественной войны. Но и наш народ не так давно еще раз столкнулся с фашизмом во время Отечественной войны народа Абхазии. Кровавое колесо грузинского агрессора крутилось во всех захваченных регионах и населенных пунктах Абхазии, совершая чудовищные злодеяния, жертвами которых становились мирные граждане. Только в Очимчирском районе от рук оккупантов погибло более 300 мирных жителей. А сколько людей было подвергнуто насилию, издевательством и надругательством. Так, 16 сентября 1993 года на привокзальной площади Очимчиры была растерзана и заживо сожжена озверелой толпой активистка Народного форума Айтгалара, патриотка своей страны Цаца Казанба. Очевидцы рассказывают, Цаца горела, но кричала, что абхазы все равно одержат победу в этой кровавой войне, после чего в нее начали еще и стрелять. Невестка Цацы Лиана Казанба поделилась своими воспоминаниями. 16-го я вот здесь работаю в больнице, сказали, что твою заловку убили. Ее и свекруху, говорят, тоже убили. А мы дома были, мы абхазцы не могли выйти из дома. Муж больной лежал. Мне соседи сказали, прийти сюда невозможно было. Сказали, ее, говорит, бензин облили, говорит, грузины, и зажгли. А свекруху, говорит, шею отрезали. Сказали, вот здесь ее зажгли. Я прихожу, и волос был большой, собрала вот столько волос, бумагу завернула, под дерево спрятала. Когда как будто ее хоронили, мы гроб сделали, а матери выкопали в доме, похоронена была, в яме заброшена, салафан завернутая была, голова отдельно, сама отдельно. Вот это все два гроба сделали, ее волос положили и так похоронили, оба гроба вот так закопали. Больше ее ничего не осталось, абсолютно. Во время войны в Очимчире происходило нечто невообразимое. В городе, где люди разных национальностей десятилетиями жили рядом, сидели за общими свадебными или поминальными столами, помогали друг другу и делились самым сокровенным, начались убийства, зверства и грабежи по этническому признаку. Страшнее всего, что среди очимчирских грузин нашлось немало таких, кто доносил врагу на своих абхазских, русских и армянских соседей. А некоторые местные грузины, поддавшись всеобщему безумию, сами стали творить с соседями и вчерашними друзьями такое, что раньше и вообразить было невозможно. Однако известны и факты, когда абхазов, армян и русских спасали их грузинские друзья и соседи. Так, житель города Очимчира Автандил Чергейшвили, один из тех, кто не подхватил запущенный из Тбилиси вирус вражды к абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Во время войны у меня по соседству живут многие абхазцы. И я им оказывал помощь, потому что вместе жили, вместе работали, в хороших делах, в плохих ситуациях всегда вместе встречали. Разве мог бы я против них пойти? Из паспортов вырывали листы, заполненные на абхазском языке, что означало «отныне такой нации не существует», вспоминает Автандил. Особую звериную жестокость к абхазам стали проявлять тогда, когда они начали понимать, что проигрывают в войне. Стремясь отомстить, они никого не жалели. Так, 28 сентября 1993 года мхедрионовцы взяли в плен 30 женщин, были и мужчины. Спрятали их в Очимчирском доме культуры. Среди пленных оказалась и сестра супруги Автандила Мэри Салакая. Услышав это, рискуя собственной жизнью, он кинулся на помощь спасать горожан. Но не тут-то было. Пленных охраняли. Впереди охрана стоит. С автоматом один стоял с передней двери, а с задней двери второй охрана. Тот день ходил то туда, то сюда, везде ничего не получалось. Ночью не могу идти, боюсь. Там проверяют мне. Виду, они за следом со мной будут ходить. И что делать, думаю? И второй день, уже 29 сентября. И 29 сентября целую ночь стрельба, снаряды свистят, прямо пролетают ночью. И не спим мы все. На улице костры разжигали, соседи сторожили, какой-то балаган устраивали. И сторожили свои дома, чтобы их не ограбили. Не опустив руки, Автандил пришел сюда и на второй день. Снова охрана. Помочь пленным не удается. Продумывая ходы и выходы из Дома культуры, Автандил долгое время ходил вокруг здания, как вдруг началась стрельба. Пролетают снаряды. А эти снаряды падали в центре города, где старая милиция раньше была. А рядом милиции
располагался штаб в то время. И я так понял сейчас, что эта стрельба стреляют в этой штаб из Меркули, потому что ближнее село это. И что делать сейчас? Стреляют, туда прошел, я тоже боюсь. Вдруг прострелят, вдруг снаряд упадет рядом или что. В это время, когда я здесь прохожу, снаряд упал возле штаба. И включили сирену, тревогу какой-то. Услышав звуки сирены, охранники бросились в штаб. Проследив за ними и убедившись, что они дошли до места, Автандил Чергишвили, воспользовавшись моментом, освободил пленных. С собой у него был только маленький ломик, который он спрятал за пазухой. Первый раз я впереди подошел. Впереди висели массивные двери, каштановые. Начал ковырять замочную скважину ломом везде, ничего не получался. И после что делать? И бегом сюда, а там сзади двери знал, что было. А когда я мимо проходил, там широкие окна стояли с той стороны. И в окнах все выглядывали. И кричали мне: помогите, помогите, помогите. Я не знал, что поломаю или нет. Попытаюсь, я им сказал. И сзади. А там сейчас красивее, да. Сейчас красивее двери висит, каштановые. А тогда задрепанные двери были. Двери железный, обруч стоял, обручой замок висел здесь. Я его ломом сюда выломал, этот обруч железную. После через скважину лом пропустил и открыл двери. И сразу начал кричать: давайте на выход, бегом, все, спасайтесь, уходите куда хотите. Так Автандил Чергишвили спас мирных жителей, которых должны были расстрелять на второй день. Еще до этого героического поступка Автандил в ходе войны не раз помогал своим абхазским соседям, прятал их, вывозил из оккупированного города за счет знания грузинского языка. И, конечно же, это заметили и начали за ним следить. Автандила не раз приглашал в штаб главам хедрионовцев криминальный авторитет Джаба Йоселяни с предложением вступить в их ряды. Сам Автандил до войны окончил военное училище в Харькове, и его знания, конечно же, пригодились бы Йоселяне. Он мне предложил оплачиваемую должность в штабе. А я ему сказал, что я желудком, язва желудка имею, не могу в плохом состоянии. И я отмахнулся от него. А после этого Джаба Йоселяни имел у себя крестного, его звали Гаврош. Ему было 20-21 лет. И этот Гаврош за мной следил. И нас пугал. И по соседству тоже. Везде нападал, тоже грабежом занимался. Автандилу Чергишвили 83 года. Живет он в родном городе Очимчире. Он отец 3 детей, счастливый дедушка 7 внуков и 2 правнуков. Сегодня он мельник, который бесплатно мелит муку своим соседям. Подвиг Автандила хорошо помнят очимчирцы. Алиса Чулокуа, дочь Вали Кабба, которая после того, как ей помог бежать Автандил, была расстреляна прямо на улице автоматной очередью вместе с двоюродной сестрой Сарией Кварчи. Я с ней по телефону говорила, я была в Москве с детьми, это было 18 сентября. Она со мной по-абхазски общалась, я еще и говорю: барапсышила, бенсажин, потому что, кругом гвардейцы. Но меня, говорит, завели в отдельную комнату в переговорном пункте, говорит, и я с тобой, говорит, говорю, наверное, скоро, говорит, увидимся. Ну вот увиделись. Это было 29-го. Да. Это было утром, когда вы их освободили, Да. Вечером они решили выехать в Батуми, там сестра жила, ее тоже мамина сестра. А они решили выехать и вместе сели в поезд вот здесь на вокзале в Очимчире. Доехали до Гали, какие-то женщины их узнали и сказали: мы-то удираем, но зачем, говорит, этим абхазкам уезжать? Куда, мол, им ехать, говорит. Сняли их с поезда в Гали, привезли вот сюда каким-то образом, я всего этого не знаю, но из слов рассказываю. Они оказались в отделении милиции на вокзале. Там попался какой-то знакомый, Дату Хуткуби, он ее сразу узнал и говорит: тетя Валя, говорит, вы что здесь делаете? Она говорит: я не знаю, говорит, нас сняли с поезда, говорит, и привезли вот сюда, говорит, я не знаю, что делать. В общем, как-то он помог им выйти, уйти.
Покинув отделение милиции, Валя и Сария вышли на берег, где их догнали гвардейцы. Алиса со слезами на глазах провела нас на место жестокого убийства. Вот, куда ее поставили, расстреляли, прошили ее автоматной очередью с головы вот вот так вот прям прошили ее. Она, говорит, упала, и просто слезинка была у нее, даже глаза не смогли мы ей закрыть, потому что гвардейцы стояли, говорит, мы не могли подойти к ней, говорит. Вот это место. Вот здесь я цветы кладу, свечки зажигаю каждое 29 число. Сколько издевательств она пережила. Гвардейцы у нас в доме жили. Они заставляли ее готовить им еду. Они заставляли стирать их вот вещи. Убить – убили, расстрелять – расстреляли. Однако забрать тело Вали Кабба соседям не дали. Их с сестрой увезли в Ачимчирскую больницу. Там умерла и Сария Кварчия. Их закопали прямо во дворе больницы. Вот здесь ее нашли, вот эти, Меркульская бригада шла, и они вот в больницу, когда зашли, они решили посмотреть, кто там, что там. Видят же, моя мама вот там вот лежала, вот видите, вот внизу поликлиника, она внизу лежала. А тетя моя вот там вот эти окна, операционная была у них тогда, в то время, сейчас не знаю. Вот там была операционная, и на операционном столе она умерла, мертвая лежала. И вот они решили, как-то стянули вот эти занавески, как бы их это, чтобы ну, хорошо мы их нашли. И вот они вот здесь их похоронили. Вот эта пальма стоящая, даже вижу эту пальму, да. Вот здесь она была похоронена. Вот здесь они выкопали, вот здесь вот. И одна внизу, вторая сверху, и узнали по тапочкам моей мамы. А то тетю было вообще не узнать. Просто, когда спросили, в чем она была одета, она мне говорила, говорит, я вот в этом выезжаем, в чем она должна была выехать. И по этим тапочкам ее узнали. Имена стариков, детей, женщин, подвергшихся насилию и затем убитых, как и имена палачей этой чудовищной бойни, хорошо известны. Но никто из тех, кто совершал массовые убийства абхазского народа на этнической почве, так и не понесли наказания и даже не покаялись. Факты зверств и расправ над гражданским населением до сих пор потрясают. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.